буквально за несколько минут костыбы с 3 начинками. Кузикмяк, называть как хотите, давайте уже Можно, да? попробуем. Но я в восторге. Вкусно. Чокнемся, я надеюсь. Здравствуйте, дорогие друзья и сянмэсэс! Вы смотрите кулинарное шоу «Секреты татарской кухни». Я приглашаю к нам в студию помощника президента Республики Татарстан, очаровательную Наталью Фишман. Встречаем. Наталья, здравствуйте! Сянмэсэс. И сянмэсэс, говорит Наталья. Вот что значит, сколько вы живете уже в Казани. Знаете татарский язык? Ну ладно, в Казани. У меня есть к вам подарок. Из И Муслюмова? это наш муслюм-продукт, который Можно, мы пожалуйста, я придумали и подержу? сделали. Ящик местной еды. Дорогие друзья, здесь вдвойне приятно. Первое, потому что это подарок. Второе, что это подарок, сделанный в Татарстане. Конечно. Можно открыть? Давайте я расскажу. Вот этот узор, это традиционный узор, особенный именно для Муслюмовского района. Вот эта вышивка на рушнике найденная, хранится в местном музее. И такой, в общем, больше нигде в Татарстане не находили. Это эксклюзив. Наш татарский И национальный это муслюмовский стало таким своего рода символом. Чай — это все понятно, земляничное варенье невероятное. Там еще мед, сметана, пастила, вяленый гусь муслюмовский известный. Можно я это И, тоже покажу? Самое конечно, главное. самое главное. бауша. Нет, самое главное. Это муслюмовские пальчики. Да, кстати, мы когда были на съемках Муслюмова, пробовали эти пальчики, я так по ним скучал. Спасибо. Вы знаете, это столько вот колебаний в весе, вот эти ящики, это очень опасная вещь. Новый год прошел, дорогие Да. друзья, а к нам он сегодня вернулся. Спасибо за подарок. Наталья Фишман, внештатный помощник президента Республики Татарстан. Родилась в Самаре, училась в Самарском медико-техническом лицее, в МГИМО на Международно-правовом факультете и в университете имени Гумбольдта в Берлине. В 2010-м начала работать координатором образовательной программы в Московском институте медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка», где участвовала в формировании концепции развития Центрального парка имени Горького. С 2012 года советник руководителя Департамента культуры Москвы, министра правительства Москвы Сергея Капкова, при котором в столице прошла реорганизация общественных пространств. С марта 2015 года помощник президента Республики Татарстан на внештатной основе. Основное направление ее работы – реконструкция существующих и создание новых садов и парков нашей республики. Наталья, я предлагаю сегодня вместе со мной приготовить очень популярное, мое любимое татарское блюдо, которое, кстати, у которого названий вообще несколько. Классическое название, которое знают все казанцы, это костыбы. Но традиционное название древнее – кузикмяк. Кюсь – это глаз, и кмяк – это хлеб. А как появляются эти глаза на лепешке, мы сегодня с вами увидим. Итак, главное – сделать тесто. Так. Я поручаю это вам, договорились? Для этого нам понадобится мука, стакан воды. Это классический, самый легкий способ приготовления Соль, теста. да? Так, чуть-чуть соли, да, и ложку можно будет добавить растительного масла. И самое главное начинать сейчас. Я предлагаю сегодня сделать 3 начинки. Так. Классическая картошка с жареным луком. И, кстати, я предлагаю добавить туда немножко жареных шампиньонов. Вторая начинка – это полба. Если вы были в Муслюмово, вы знаете. Полба сейчас становится популярной на прилавках нашей республики. И третья начинка, я бы ее назвал такой более восточной турецкой. Это сыр Ой, с как зеленью. прекрасно. Можно, кстати, использовать творог, но Замечательно. у меня сегодня в холодильнике был сыр. Итак, Повезло нам. начинаем готовить кузикмяк с 3 начинками. Кстати, здесь у нас варится уже картофель. Наталья, и мой первый классический вопрос. Вы любите готовить? Конечно, я понимаю, что у вас Когда нет вдруг я времени. этим занята, мне очень большое удовольствие приносит этот процесс. Но происходит это, конечно, крайне редко. Но, учитывая вашу занятость... Хорошо, если вы готовите, то какие блюда? Я очень люблю готовить из курицы, потому что происхожу из такой традиционной еврейской семьи, в которой курица действует во всех случаях жизни. Значит, бульон, если болеешь, бульон, если здоров, куриные котлетки, если нужно, в общем, встретить гостей как-то симпатично и так далее. Наталья, вы уже 3 года живете в Казани. И уверен, у вас наверняка есть полюбившиеся татарские блюда. Раскройте секрет. Белиш с булгой. Это просто бомба. Лучше нет ничего.
Приятно, что, кстати, вот про полбу я уже сегодня сказал, что потихоньку она возвращается и на полки магазинов, на прилавки. Мне вообще, знаете, какая есть мечта? Я не знаю, вот, может быть, кто-нибудь из зрителей захочет этим заняться. Я считаю, что фантастический может быть проект, такой стрит-фуд из полбы, потому что, и это может быть очень популярно в качестве обеда у офисных сотрудников. Дайте себе полбы с разными начинками, ну, в смысле, дополнениями. Вот тебе полба с грибами, вот тебе полба там с сыром, вот тебе еще. Я уверена, что это будет супер востребовано. Слушай, сейчас молодежь смотрит нас, да, и все, уже готовый пакет бизнеса предлагаете, да? То есть с вас поддержка, я так понимаю? Безусловно. Друзья, задумайтесь. Наталья, вы родились в городе Куйбышев. Есть такое, Сейчас у города более красивое Самара, название, да? городок. Самара. Кстати, вот Да, вам, да. как коренному жителю Самары, что больше вот в душе, Куйбышев или Самара? Конечно, Самара. Расскажите, пожалуйста, вот все-таки Самара, Москва, Берлин, как занесло такую красивую девушку к нам, в Татарстан? Вот коротко для тех, кто не знает. Очень мне повезло Рустама Нургалиевича пригласить посмотреть парки и учреждения культуры московские. Я до того, как переехать в Татарстан, работала советником министра культуры Москвы Сергея Капкова. И узнав о том, что в Татарстане собираются заниматься общественными пространствами, парками, я предложила коллегам показать президенту, как это делалось в Москве. А потом, поскольку, в общем, все думают, что Рустам Нургалиевич времени не будет, он как-то неожиданно время нашел. И даже больше, чем мы рассчитывали, поэтому я еще ему успела показать тогда еврейский музей, в котором я была директором по развитию, когда он открывался. Ну и в целом рассказать про ту работу, которая, в общем, была проделана в Москве, про реформу библиотечной системы и так далее. Видимо, ему стало интересно. Вот так все и заварилось. А можно вас попросить доску? Мне кажется, Так, тесто уже готово, да? Ну, не Опа. совсем еще. Продолжаем сегодня изучать татарский язык. Называется это на татарском куна тактаса. Так, пожалуйста. Спасибо. Все как у нас сегодня хорошо получается. Да? Ведь самая главная задача нашей Я программы волнуюсь. – это вкусный финальный стол. Итак, мы сейчас обжарим лук, Так. и затем я порежу еще грибочки. Еще надо будет сделать пюре. Ой, а можно вам будет помочь грибочком? Порезать грибочки? Хорошо. Наталья, сразу ли согласились переехать в Казань? Нет. Все-таки бросить Москву, столицу России, а? Нет, не сразу. Хотя Казань у нас уже, слава богу, давным-давно на хорошем счету. Казань Похвалить просто лучшее место, которое есть. Но я бы даже по-другому сказала. Я бы сказала, что Татарстан, с моей точки зрения, это самый лучший регион для жизни с точки зрения баланса тех возможностей, комфорта, компактности, ощущения принадлежности к этому месту. Вы слышите аплодисменты по ту сторону камеры? Нет. Слышите? Вот это слова. Хорошо. Не, я могу больше того сказать. У меня впервые в жизни вообще ощущение дома появилось в Татарстане, поэтому... То есть хорошо у нас, да? Да. Но мне кажется, это вот главная задача народа, ведь, который здесь живет, который вот... Вы приезжаете, как будто у себя дома. Но мы еще поработали вместе. Ну что, Руслан, тесто готово? Первый этап готов, так скажем. Самый сложный вы сделали уже. Так, Давайте поменяемся. Вы будете также красиво резать грибы. я буду стараться. Давайте. Итак, прошу. Ну что же. Штук 5-6 нам понадобится. А из теста Так. мы сделаем сейчас вот такой вот красивый батончик на несколько частей. И будем раскатывать каждую лепешку индивидуально. И Прекрасно. следующий вопрос. Так. Какие задачи поставили перед хрупкой, красивой девушкой из Москвы, когда вы приехали к нам в Татарстан? И сложны ли были они, и не испугались ли вы? Вообще, конечно, если бы я понимала, с чем предстоит иметь дело, я бы не приехала. Вот я о том. Но Я в не этом- знал татарский язык и не поняла, что мне сказали. Нет. В этом, конечно, главная прелесть. Безумство храбрых, как известно, есть мудрость жизни. В общем, у меня была очень понятная задача. Сначала нужно было заняться благоустройством общественных пространств в Казани, потом Челнах, Нижнекамске, Альметьевске. А потом, собственно, в какой-то момент, довольно неожиданно для меня, надо сказать, Рустам Нургалиевич спросил, почему я не занимаюсь всеми районами республики. И я, честно, не нашлась, что ответить. Как-то действительно непонятно совершенно, как так вышло. И поэтому в какой-то момент мы сели с командой, нас тогда было 4, сейчас нас побольше, и поехали объезжать все районы республики. Но в Казани мы в 2015 году уже, в общем, отработали. В какой-то момент 28 территорий мы тогда сделали в 2015 году. И поехали и в Челнах, в Нижнекамске, Альметьевске. В Нижнекамске мы сделали парк Тукая вместе с библиотекой замечательной.
В Альметьевске мы сделали родник Шамсинур. Это, кстати, отдельное спасибо, это мой родной город. В Набережных Челнах мы тогда сделали в Сидоровке парк. Ну и у нас там разошлись взгляды с руководством города на парк Победы. Вот я и хотел спросить, когда, вроде приезжает тут комиссия из Казани, говорит, вот давайте делать так, а местные говорят, нет, мы так не хотим. Насколько сложно было взаимодействовать? Вы знаете, первое время бывали, конечно, проблемы. Потом мы как-то попритерлись друг к другу. Наталья, обратите внимание, лепешку вот раскатываем максимально тонко. Но, кстати, некоторые готовят и на дрожжевом тесте, я лично видел такой опыт приготовления, да. Но мы берем самый классический. Вот. И чтобы круг лепешки, сама лепешка получилась максимально круглой, хитрые татары используют обычную крышечку, да. То есть вы раскатали лепешечку, придавили крышечкой. Так. Внимание. Так. Здесь нужна мужская сила. Опа. Это да. И на финале мы имеем, друзья. Мне кажется, грибы, в общем, мы уже дорезали, можно начать. Я думаю, да, достаточное количество грибов. Так вот, есть запасная красивая сковородочка. Да. Наталья, а вы помните свой первый проект, свой первый пар или сквер вот в Казани? Я, конечно, помню, у меня вообще было много травм в первый год ментальных. Я помню вообще его очень хорошо. Самое страшное, что с нами случилось, это когда в парке Урицкого погибла трагически Ива, 80-летняя. Это была... Ну, об этом, кстати, много писали. Да. Ой, слушайте, а мне писали какие-то невероятные угрозы, проклинали меня и всех моих потомков до 7-го колена. Но это-то все ладно. А вопрос в другом. Вопрос в том, что я очень хорошо... Это прям единственный, наверное, момент в жизни, когда я по-настоящему очень сильно испугалась. Я об этом узнала ночью, позвонила коллеге своему, Игорю Владимировичу Куляжеву, руководителю комитета внешнего благоустройства Казани, надо сказать, очень самоотверженно занятому улучшением города человеку. Говорю, Владимир, что такое? Мне говорят, ну не может такого быть, что-то как-то... Ошибочка вышла. Какая-то, ну то есть не могли срубить, я разберусь. И, значит, я сюда приехала в 6 утра, по-моему, посмотреть, что там случилось. Пришла в некоторое, мягко говоря, недоумение, а потом было понятно, что люди очень недовольны, и надо с ними было поговорить и как-то понять, как будем жить дальше. И то есть вы все взяли на себя, получается? Нет, ну что вы, это просто часть работы. Но вопрос в том, что когда я подъехала к ДК Урицкого, который сейчас, кстати, реконструируется, и вот уже в этом году будет обновлен и открыт, и стоит большая толпа людей, очень, прямо скажем, эмоционально настроенных, разъяренных, справедливо. Я помню, что у меня было единственное желание не выходить из машины, просто никогда развернуться, уехать. И, наверное, ни одно решение мне не далось эмоционально сильнее никогда, чем решение выйти из машины тогда. Но в результате того очень неприятного инцидента мы начали обсуждать с горожанами все наши проекты, все наши объекты, и даже разработали целую методологию, как вовлекать жителей в решение вопросов о том, как должны выглядеть пространства в их районах. И в результате этого мы даже написали целую методичку, которая сегодня рекомендована Министерством строительства Российской Федерации для всех муниципалитетов, которые участвуют в реализации федеральной программы «Комфортная городская среда». А федеральная программа «Комфортная городская среда», которую мы, собственно, в том числе и писали, это проект, который в основном вырос из опыта Татарстана. То есть, когда наш президент придумал в 2015 году такую масштабную акцию по благоустройству, а в 2016 году наши федеральные коллеги познакомились с нашим опытом. И вот с 2017 года 25, по-моему, миллиардов выделяет Российская Федерация на всю страну, на благоустройство. Всей России. Да, мы всех учим, к нам все приезжают, мы проводим обучающие как семинары, всегда, Казань впереди планеты всей. Наталья, раскатал я заключительную лепешечку. Самое время их обжарить. Кстати, что у нас с начинкой? Да, все, в общем, готово. Все можно уже перемешать. Да. Но мы сейчас сделаем небольшую паузу на канале ТНВ и затем продолжим готовить вкусные татарские костыбы. Оставайтесь с нами. Дорогие друзья, вы вновь смотрите программу «Секреты татарской кухни». Готовим мы сегодня настоящее красивое татарское блюдо «Кюзикмяк костыбы» вместе с очаровательной Натальей Фишман, которая сегодня пришла наконец-то к нам, несмотря на свою занятость. Спасибо, Наталья. Спасибо вам. У нас все получается. Я сейчас перехожу к самому ответственному моменту. Не сглазьте. Кстати, да, опять-таки про глаза я постараюсь... Опа. Ой, как аккуратненько. Показать? Так, а я тогда начинки пока начну. Да, начинки, напоминаю, у нас 3. Это полба,
обжаренным луком, грибочки, пюре, также обжаренный лук. И третье, оригинальная восточная, а-ля турецкая, сыр с зеленью. Вот сейчас мы ее начнем готовить, да? Мы продолжаем вместе с Натальей обсуждать, как за 3 года город Казань превратился в город парков и скверов. Да, Кстати, почему Казань опять? ну, нет, вся республика, кстати, вся республика, потому что 246 вместе с Казанью объектов параллельно, на да, территории преобразились Республики Татарстан. Альметьевск, Нижнекамск, Бавлы, Челны. Это можно продолжать. Муслюму. Муслюму, опять-таки, спасибо за подарок. Между прочим, в этом году самое благоустроенное сельское поселение России – это село Муслюму. Наталья, ну отдельно хочется сказать про озеро Лебяжье. Ну как же вы наконец-то взялись за него? Ведь озеро умирало, превратилось ведь оно практически в болото. Да, оно даже не в болото превратилось. Надо признаться, что его просто не осталось. У нас осталось из системы озер, у нас осталось буквально одно малое Лебяжье. 28 гектар мы восстановили водной глади. Ну там же несколько озер соединились. Там несколько озер, было только малое Лебяжье, восстановили еще большое Лебяжье и светлое. Озеро Сухое, которое заросло уже 12-летними деревьями, мы оставили его уже лесом. В этом смысле, конечно, нужно очень сильно поблагодарить на всем компанию ТАИФ и компанию «Казань-Оргсинтез», потому что это они дали нам деньги, которые позволили произвести эту реабилитацию. Мы на 4,5 метра углубили дно для того, чтобы летом вода не прогревалась, а зимой не промерзала, и таким образом там могла формироваться здоровая экосистема. Мы полностью гидроизолировали это в 3 слоя для того, чтобы вода не ушла, потом присыпали еще сверху грунтом. У нас есть гарантия 50 лет, что вода не должна уходить, в противном случае какие-то обязательства возникнут у подрядчиков. И в очень короткие сроки невероятный объем работ был реализован. Компания «Татмелиорация», большие молодцы. Но, в общем, суть не в этом. Суть в том, что у нас еще есть проект обустройства всей этой территории, который также, кстати, стал призером федерального конкурса. Считается лужшей концепцией развития территории. То есть следующий год на Лебяжьем вновь ожидается с хорошей стройкой. Обязательно, обязательно. Наталья, Но между тем уже есть возможность кататься там на лыжах. Уже этой зимой? Уже этой зимой, вокруг озер. А у нас под красивый рассказ Натальи появляются те самые глазки. Ой, слушайте, на мацу похоже. Так, конечно, это говорит о том, что все кухни мира, они что, взаимосвязаны. Конечно. Поэтому надо готовить, самое главное, с любовью. Наталья, у нас готово пюре. Пожалуйста. Опа. Прекрасно. Прошу Грибы, вас да? смешать, да, Грибы. грибочки. Сделать Прекрасно. начиночку. Вообще, это уже готовое блюдо, да, мне кажется? Мне кажется, да, ничего больше не смешать и нужно. попробовать. Так, а я продолжу готовить наши лепешечки. Вот они, глазки, обратите внимание. Наталья, вот смотрите, вы обустроили парк. Вот, допустим, поговорим про гордость моего района, в котором я живу, это Горький парк. Горкинско-Метьевский Да, лес. но это просто отдельно спасибо. Вот сейчас все жители района Горький и Азина вам аплодируют, потому что, ну, стоял лес. И такая красота, освещенные трассы, горки. Вот кому это все передается, это же надо еще и сохранить. Одно дело обустроить. Вы знаете, вот мы об этом говорили, начиная с 2015 года, и это большая победа наша в 2017-м. У нас наконец-то появилась дирекция парков и скверов в Казани, потому что, когда мы говорим все-таки про города менее крупные, чем Казань, там муниципалитет, он как-то так по-хозяйски может еще позволить себе следить вместе с остальными территориями за парками, хотя это огромная работа и довольно большие деньги на самом деле. Но вот в этом смысле Нижнекамск особенно большие молодцы. В идеальном состоянии, всегда с культурным программированием и так далее. А в Казани это, конечно, тяжело вот так вот. Нужно отдельно создавать для этого структуру. Наконец она у нас появилась. И, может быть, вы заметили, что уже вот этой зимой у нас было больше мероприятий в парках и украшений и так далее. На будущий год. Проведение этих мероприятий – это также ответственность на них. Это дирекция, да, дирекция парков и скверов Казани. А реставрация, кстати, Черного озера, на котором открыли в этом году шикарный каток. Вот, кстати, тоже дирекция сделала каток. Так, и сейчас нам для последней начинки остается натереть сыр, да, который мы смешаем с зеленью, и все, начинки будут у нас готовы. Идеально. Наталья, 18-й год у нас вообще, кстати, обещает быть грандиозным. Чемпионат мира во всей России, да, будет проходить. У нас в Казани. Да. Ну, а вот что касается парков и скверов, какие планы? Мы, на самом деле, доведем до ума те территории, которые мы делали в предыдущие годы. Это
прекрасный детский парк на улице Сортлановой, который мы сделали, парк «Калейдоскоп». Мы завершим в полном объеме благоустройство около ДК в парке Крылья Советов, потому что мы в этом году, как вы знаете, ДК реконструируем. Уже основные строительно-монтажные работы завершены, там сейчас ставится оборудование. Долгожданной реконструкции этого ДК, и мы около него тоже дополнительно благоустраиваем территорию, уже из этого парка уходим. Мы по многочисленным просьбам жителей наконец-то займемся территорией на улице Комарова, где был кинотеатр «Комсомолец». Мы займемся благоустройством на улице Абсалямова, бульвара, потому что там, конечно же, достаточно серьезная нехватка рекреационных зон. Мы, как мы уже с вами обсудили, займемся Лебяжьим. Мы достроим первый этап набережной Кабана, озеро Кабан, Нижнего Кабана, от Старо-Татарской Слободы и театра Камала до театра Камала. И мы дойдем до мыса и двинемся дальше в сторону улицы Назарбаева. Грандиозные планы. Да что-то я забыла. Мы, кстати, в Набережных Челнах мы завершим полностью благоустройство площади Азатлык в июне грядущего года. Это все-таки главная площадь в городе. И благоустроим еще такой, сделаем парк около вновь строящегося, наконец-то, Татарского драматического театра. Вот после всего услышанного, Наталья, у меня только один вопрос. У вас есть вообще отпуск? Нет. Все понятно, друзья. Вот так вот работают люди на благо нашей республики. И сейчас, Наталья, самый ответственный и самый красивый момент. Берем по лепешечке. У нас 3 начинки, например. Это как вы любезны, спасибо. Так, давайте вам с пюре. Я возьму начиночку с полбой. И здесь вот самое главное, ну, кто как любит. Кто любит, когда начинка прям чуть ли не вываливается, да? Некоторые любят, чтобы все было красиво. Аккуратненько, да? Так вот. Но самое главное, это красиво свернуть. И, конечно же, у татар не обходится без сливочного масла, которое мы растопили. Давайте похвалимся, покажем зрителям, как это смотрится в разрезе. Аппетитненько, но с картошечкой, конечно. Заметьте, с полбы-то оказался у меня. Полбы-то. Но это же вы для меня делаете, правильно? Конечно. Давайте. Вот. Побольше маслица вам как? Нормально? Конечно, конечно. Так, смажем и этот. Аппетитно? Очень. Прямо сейчас мы быстренько закончим приготовление кыстыбы и накроем на стол. Кыстыбы. Замесили пресное тесто, раскатали лепешки, обжарили их с 2 сторон на разогретой сковороде без добавления масла. Затем приготовили разные начинки. Шампиньоны мелко нарезали, обжарили. Мелко нарезали репчатый лук и обжарили до золотистого цвета. Разделили лук на 2 части. Одну часть добавили к грибам и смешали с картофельным пюре, другую смешали с отваренной полбой. Сыр натерли на терке и смешали с зеленью. На горячую лепешку выложили начинку, свернули пополам и щедро смазали растопленным сливочным маслом. Дорогие телезрители, если вы не успели записать рецепт приготовления кыстыбы, мы ждем вас в нашей группе ВКонтакте. Готовьте свои самые любимые блюда и делитесь кулинарными секретами. А также не забываем подписываться на наш канал на YouTube. Наталья, приятного аппетита! Ой, вам! Буквально за несколько минут у нас все получилось. Кыстыбы с 3 начинками, кузикмяк, называть как хотите. Самое главное, давайте уже можно, попробуем. Да? Давайте. Так, вот у вас есть с сыром и с картошечкой, да? С полбой у меня. Да. Итак. Но я у вас украду потом. Обязательно, обязательно. Угу. И начиночка. Так. Ну что же, я обычно, правда, ем руками кыстыбы. Наталья, я не знаю, как ваше мнение, какое сейчас посмотрим. Но я в восторге. Вкусно. Мне кажется, у нас получилось. Татарские кыстыбы на 5 баллов. Спасибо, Наталья. Молодец. Ура. Ура, спасибо. Еще раз хочу сказать спасибо Муслюмовой, передать им большой привет за эти вкусные подарки. Сейчас мы это все попробуем. Попробуем и варенье, и вкусный чай. Наталья, к сожалению, на этом наша вкусная программа подошла к концу. Ну, даже реально съесть не дадите, да? Нет, это ваше. Хорошо. Даже вот эта половина ваша. Большое вам спасибо. К сожалению, времени у нас не хватило, да? Но, как говорят татары, надеюсь, на нашей кухне вы не в последний раз. Большое вам спасибо. Спасибо вам большое и выходите все гулять. Наши парки и скверы всегда открыты для вас, друзья. Это точно. Это была программа «Секретной татарской кухни». Смотрите нас на канале ТНВ. Пока-пока, дорогие друзья. До свидания.